Добрый день. Мы находимся в здании Национального государственного музея Удмуртской республики имени Кузибая-Герда и продолжаем наши беседы, посвященные истории нашей Удмуртской республики. Мы приходим в музей за разными целями. Кто-то приходит для того, чтобы что-то узнать новое для себя, для кого-то открыть совершенно новое. И это образование для нас оказывается очень важным, потому что музей – это не только знание о прошлом, но и музей формирует в нас чувство сопричастности с этим прошлым, чувство сопричастности со своим народом, чувство нашей региональной идентичности, если мы живем в этом конкретном месте. Когда мы смотрим на музейные витрины, то, конечно, мы абсолютно доверяем тем текстам, тем предметам, которые обозначены в виде этикеток на этих витринах. И, будучи уверенными в этом, мы пополняем свои знания, касающиеся прошлого нашего края. Но никогда почти не задумываемся над тем, что все эти тексты, все эти материалы, которые вы видите за моей спиной, это результат деятельности многих поколений ученых. Поэтому сегодня мы поговорим о тех людях, благодаря которым нам сегодня известна древняя история территории, на которой сегодня располагается наша Удмуртская республика. Хочу сказать, что, конечно, многие поколения людей в устной традиции рассказывали друг другу в легендах, в преданиях, в сказках о своих предках. И это всегда очень важно, потому что память есть у каждого человека, память есть у каждого общества. Она называется в науке понятием «социальная память». И она действительно делает человека причастным к жизни того общества, в которое он входит с момента рождения. Так вот, в устной традиции существовало множество легенд и преданий о древних насельниках нашего региона. Мне самой в студенческие годы приходилось сталкиваться с легендами о том, что на одном из городищ, по мнению жителей, жили древние чучки, они были невероятно богатыми, и вот пришли на белых конях белые люди, эти чучки подрубили свои свайные постройки и были погребены в площадке городища вместе со своими богатствами. Конечно, эти легенды и предания отражают какие-то элементы знаний, но во многом они мифологизированы, и, конечно, не все из этого, что там говорится, мы можем подтвердить. И только с рождением науки, которая в нашей России была предметом импорта, именно Петр I пригласил в Россию в 1721 году первых академиков Петербургской академии наук. Именно с этого момента в России стали формироваться научные знания, в том числе о огромном периоде человеческой истории, который известен нам сегодня благодаря такой науке, как археология. Весь XVIII век в истории науки известен как период ученых путешествий. Именно начиная с петровских времен, точнее с 1721 года, когда была собрана первая большая экспедиция на огромные просторы Российской империи, которую возглавлял Даниил Готлиб Мессершмитт, начинается целая череда ученых путешествий, которые неминуемо проходили через территорию нашей современной Удмуртской республики. И, конечно, оказываясь на этой территории, эти ученые так или иначе записывали язык народа, описывали костюм народа. И там, где это случалось, они описывали те древности, которые сегодня археологи называют городищами или могильниками или жертвенными местами. Но все-таки подлинная наука стала развиваться здесь, в пределах Вятской губернии, отчасти Казанской губернии, конечно, в XIX веке. И связано это, конечно, было во многом с местной инициативой чиновников, купцов, служащих, того небольшого просвещенного слоя людей, который сегодня принято называть образованным сообществом, который кто-то в силу своих должностных компетенций, кто-то в силу исторического интереса так или иначе обращали внимание на совершенно непохожие какие-то объекты, о которых также были известны легенды или на которых находили уникальные находки. Один из таких уникальных памятников был раскопан в 1858 году в Елабужском уезде Вятской губернии у деревни Ананьиной.
История этого памятника чрезвычайно интересна, потому что эти древности, которые мы относим к эпохе Железного века, были совершенно уникальны по своему содержанию. Заинтересовался ими елабужский купец Шишкин, отец знаменитого художника Ивана Васильевича Шишкина. И, конечно, будучи коллекционером, он очень хотел раскопать этот памятник. Но, к сожалению, памятник находился на землях удельного ведомства, а удельное ведомство ведало делами царской фамилии, и все доходы от этих земель шли в пользу императорской фамилии. И крестьяне сказали, что они разрешат раскапывать памятник только человеку, который связан с этим самым удельным ведомством. Шишкин написал письмо уроженцу этих мест, профессору Московского университета капитану Ивановичу Невостроеву, и в итоге была найдена фигура управляющего Мостовинской конторы Вятского удельного, Сарапульской конторы Вятского удельного ведомства Павлу Владимировичу Алабину. Алабин был вообще известен в Вятке как глубокий почитатель старины. Он очень много сделал для развития библиотечного дела в Вятке. И вот он оказался здесь, в пределах Ананинского памятника. И за 3 дня он раскопал 40 погребений с совершенно уникальными находками, которые, в общем, показали миру, что здесь, в северо-восточном углу европейской части большого континента, в эпоху Железного века сложилась совершенно уникальная культура, которая стала привлекать ученых из разных мест. Во многом мы также должны быть признательны Вятскому губернскому статистическому комитету, который тоже занимался сбором сведений, в том числе о древностях, о необычных местах, о могильниках, не только о фабриках, не только о ярмарках, о крестьянских промыслах. Все это сохранено на страницах Вятских губернских ведомостей, это публиковалось в местной периодике и для нас, историков, является очень важным и ценным источником. О Вятке мы связываем еще изучение территории Удмуртии с именем одного человека. Звали его Александр Андреевич Спицын. Он был уроженцем Вятской губернии, происходил он из небогатой семьи. Мать воспитывала несколько детей одна, и с большим трудом, но все-таки ей удалось добиться того, чтобы сын поступил в Вятскую гимназию. Конечно, без особой подготовки ему было не так легко обучаться в гимназии. И он был оставлен на повторное обучение на 2-й год, как неудачный ученик. Таких учеников было 2 второгодника в этом классе. Именно они составили славу этому выпуску Вятской гимназии. Один из них был Александр Андреевич Спицын, в будущем член-корреспондент Академии наук СССР, а второй всем известный Константин Эдуардович Циолковский, чье имя мы связываем с изучением, с освоением космического пространства. Так вот, Спицын учился в Петербургском университете вместе со знаменитым будущим академиком Платоновым. И, приезжая в летние каникулы к себе домой, он собирал материалы о археологических памятниках Вятской губернии. И в конечном итоге собранные ими материалы были защищены в виде магистерской диссертации под названием «Каталог древности Вятской губернии», где были собраны по разным уездам, в том числе и по тем, которые мы традиционно считаем удмуртскими уездами Вятской губернии, Глазовские, Сарапульские, Малмышские, Елабужские уезды. Эти памятники для нас чрезвычайно важны, для современных археологов, потому что мы благодаря этим описаниям знаем местоположение этих памятников, хотя многие из них сегодня могут быть уже залесены, и отыскать их не так бывает легко, но, по крайней мере, вот такое научное описание этих памятников было чрезвычайно интересно и полезно для нас. К Спицыну мы еще вернемся чуть позже, хотя скажем, что в конце XIX века он сам проводил раскопки в южной части нашего региона, знаменитый Зуево-Ключевской могильник. Вот здесь вы видите его площадку на фотографии и целый комплекс памятников уникальных, которые находятся на этой территории. Все это дело рук этого замечательного ученого. Впоследствии, благодаря Платонову, Спицын окажется в Петербурге. Он будет сотрудником Императорской археологической комиссии. Это единственный до революции орган в Российской империи, который раздавал
разрешение на проведение археологических раскопок, который собирал отчеты об этих раскопках, который анализировал коллекции, которые поступали в Императорскую археологическую комиссию, потому что эти коллекции дальше либо оставались в Эрмитаже, или передавались в другие музеи, либо возвращались на места и становились основой местных музеев. На севере республики мы связываем начало таких интенсивных археологических исследований с именем другого человека, Николая Григорьевича Первухина. Этот человек закончил Московскую духовную академию и был инспектором народных училищ. В его ведение входил контроль, организация деятельности учебных заведений начального уровня в пределах Глазовского уезда. И постоянно находясь в разъездах, он, конечно, обратил внимание на самобытную культуру удмуртского народа. И, конечно, не мог не обратить внимание на многочисленные археологические памятники, с именем которых во многом наше современное сознание связывает древнюю средневековую историю Удмуртии, таким как городище Иднакар, который, как вы знаете, во многом оказывается таким своеобразным не только археологическим, но и историческим брендом нашего края. Первухин собирал очень много материалов, касающихся сбора легенд и преданий о памятниках Удмуртии. Он упорядочил известные на тот момент археологические памятники и даже был избран делегатом на Всероссийский археологический съезд, который должен был проходить в Ярославле. А Всероссийские археологические съезды проводились в России раз в 3 года, начиная с 1869 года под эгидой Московского археологического общества, и они координировали работу тех любителей и ученых, которые занимались археологией в разных местах Российской империи. Так вот, вклад Первухина, конечно, невероятно значим для нас, потому что это была создана та основа первых упорядоченных, систематизированных памятников, которые дали возможность следующим поколениям ученых работать над изучением древней средневековой истории нашего региона. Говоря об истории археологических исследований на территории Удмуртии, мы, конечно, должны забежать и в Казанскую губернию. Еще в 1804 году в Казани был основан Императорский университет, старейшее учебное заведение в России. И, конечно, тамошняя профессура не могла не обратить внимания, во-первых, на этническое многообразие Казанской губернии, сопредельных регионов, и в том числе на многообразие тех археологических памятников, которые входили в орбиту интересов этих ученых, или по приглашению местных властей эти ученые приезжали для того, чтобы либо раскопать, либо пояснить те находки, которые находились на территории вот этих, в кавычках назовем, удмуртских уездов Вятской губернии. Это имена Павла Ивановича Кротова, это и имена профессора Потанина, и Износского, широкий круг ученых, которые не всегда были даже историками по первой профессии, тем не менее, обладая такими широкими эрудитскими знаниями, они также высказывали свое научное мнение об археологических древностях нашего региона. Но, собственно, строго говоря, нашу местную археологическую традицию на территории Удмуртии я бы хотела связать с Сарапульским земским музеем. Музей был создан в 1909 году. По инициативе местного сообщества, двигателем которого был председатель земского права Михаил Семенович Тюнин. Вообще, после отмены крепостного права в России, как вы знаете, была проведена целая серия реформ, в том числе реформы, связанные с созданием органов местного самоуправления в виде земства, городских дум. И, конечно, земства очень многое сделали для развития и производства, и здравоохранения, и образования в конкретных регионах. И даже было некое такое соревнование между земствами, каждая из которых стремилась показать себя лучшим образом. Как было написано в одной из книг, земский патриотизм двигал их деятельность. Так вот, Тюнин был достаточно образованным человеком и инициировал создание земского музея в Сарапуле. И с самого начала его организация предполагалась исключительно на научных основах.
основах. И поэтому Сарапульский музей стал вести активную переписку с уроженцами Вятской губернии. И, конечно, было написано письмо Александру Андреевичу Спицыну, работавшему уже тогда в Петербурге в Императорской археологической комиссии, знаменитому будущему этнографу Дмитрию Константиновичу Зеленину, тоже уроженцу здешних мест, этнографу. И, конечно, такая поддержка дала возможность сразу же на научных основах формировать коллекции. Хотя среди самих членов, сотрудников этого музея историков не было. Среди них были земские деятели, и частно практикующий врач, и энтомолог, и художники. Это те люди, которым важно было знать историю этого региона, этого места, и которые приложили немало усилий к тому, что музей в конечном итоге обрел свое здание. Он и находится сегодня в этом здании, как часть уже теперь большого Сарапульского историко-культурного и архитектурного музея-заповедника. Так вот, музей приложил немало усилий к тому, чтобы организовать и археологическое изучение территории Сарапульского уезда. И это изучение было связано с именем уроженца Сарапула Льва Африкановича Беркутова. Он происходил из семьи, известной семьи сарапульских художников Порфирия Петровича Беркутова и Павловича Беркутова и Африкана Павловича Беркутова. Они преподавали в Алексеевском реальном училище, а сам Лев Африканович учился в Петербургском политехническом институте. Долгое время его имя мы ассоциировали с фотографией одного человека, но потом оказалось, когда мы поработали в архивах в Сарапуле, что на самом деле этот человек был его братом, а Лев Африканович имел несколько иной такой облик. Он проводил и разведки, и раскопки на территории Сарапульского уезда. Это дало возможность пополнить коллекцию музейную с тем, чтобы привлечь посетителей к этому музею. А Беркутов, ко всему прочему, был не просто археологом-любителем. Дело в том, что еще до революции в Петербурге был открыт Петербургский археологический институт. И Беркутов поступил туда учиться. Причем оплату его обучения осуществляло Сарапульское земство. Это тоже очень важный факт, потому что земство считало очень важным проведение именно научных раскопок на территории собственного уезда. И там, в Петербургском археологическом институте, преподавал Александр Андреевич Спицын. К тому времени очень крупная величина в российской археологической науке. Спицын много консультировал Беркутова. И в большой переписке, которая сегодня хранится в Центральном государственном архиве Удмуртской республики, мы видим, как он пытается понять методику изучения археологических объектов, методику раскопок археологических памятников. И Спицын однажды предложил ему подготовить анкету для того, чтобы не тратить лишние ресурсы на поиск памятников, провести анкету и разослать ее во все населенные пункты уезда, в которой бы спросить местных жителей о том, что они знают о необычных находках, какие известны легенды и предания о памятниках этого уезда. И такая анкета была создана в 1913 году, и, к сожалению, не все эти анкетные листы вернулись, но часть из них сохранилась. Это дало возможность планировать новые археологические памятники, раскопки на территории уезда, материалы которых, между прочим, публиковались в «Известиях», которые издавал вначале Земский музей, а в 1913 году в этом Земском музее возникло общество изучения Прикамского края, которому был и передан этот музей. Очень важно, что находки музея были чрезвычайно интересны, и сведения о них дошли даже до просвещенной Европы. И хотя Финляндия была частью Российской империи, в 1915 году в Сарапул прибыл один из крупнейших археологов Европы того времени Арни Маркович Тальгрен, так его звали на русский манер. Он познакомился с коллекциями этого музея и прилагал немало усилий для того, чтобы вообще заполучить и приобрести коллекции, вообще происходящие из Сарапульского уезда, из частных раскопок, закупок у крестьян. Так вот, Тальгрена заинтересовали мечи из этого музея, и он даже опубликовал статью «Мечи из Сарапульского земского музея». А материалы, которые были получены им здесь в музее, были вписаны в его концепцию древней истории в целом евразийского континента. И так наши местные древности, собственно говоря, вышли на просторы мировой науки.
Судьба Беркутова вообще совершенно такая непонятная была нам долгое время. Кто-то говорил о том, что Беркутов ушел вместе с Колчаком на восток. Кто-то говорил, что его видели и в 30-е годы, есть об этом якобы фотографии. Пока несколько лет назад в одном из антикварных магазинов в Петербурге один из уроженцев Сарапула купил там пачку открыток, которые были адресованы в Сарапул, и показал их сарапульским музейщикам. И оказалось, поскольку мы хорошо знаем почерк Льва Африкановича Беркутова, это одно из писем, написанное им в Сарапул в 1926 или 1928 году из Сплита, Югославии тогдашней, где он пишет, что он работает технологом, и все у него хорошо. Мы помним, что он был выпускником Петербургского политехнического института. Так что вот следы его пока затерялись в Южной Европе. Известно, что на территории Югославии было очень много таких иммигрантских исследовательских обществ, но пока глубже вот этого факта, что Лев Африканович был там, мы пока этого знать не можем. Судьба Михаила Семеновича Тюнина была тоже, в общем, достаточно экзотичной. Организатор Сарапульского земского музея оказался дальше уже с отступающими войсками Колчака на Востоке. Какое-то время он работал в Красноярском музее, и поскольку был деятельным человеком, очень многое сделал для того, чтобы собрать библиографию трудов по истории Красноярского края. Ну а потом он осел в Харбине, там, где было, собственно, сердце русской эмиграции на востоке Евразийского континента. Но так оказалось, что, живя в Харбине, он написал мемуары о том, как он провел свою жизнь в Сарапуле. И случайным образом эти мемуары потом оказались в Пражском архиве русской эмиграции, а после Великой Отечественной войны они оказались в Государственном архиве Российской Федерации. Они были обнаружены Ольгой Вячеславовной Чикуровой, сарапульским исследователем. И в прошлом году они вышли в замечательной сарапульской серии «Память Сарапула», где Тюнин очень многое пишет об истории музея, о тех людях, которые в том числе приложили усилия к тому, чтобы изучить древнюю дописьменную историю Сарапульского уезда. В недрах Сарапульского музея сформировалась личность еще одного человека, с чьим именем мы уже связываем послереволюционную археологическую историю нашего региона. Это был Федор Васильевич Стрельцов. Стрельцов происходил из купеческой семьи, учился в Московском университете, между прочим, на медицинском факультете. Но, будучи замешанным в революционных событиях 1905 года, он на какое-то время находился в ссылке у своих родителей, но, тем не менее, закончил университет и не имел права работать, кроме как частно практикующим врачом, и оказался в Сарапуле. Конечно, может быть, его интересы и никогда бы не пересеклись с археологией, но в 1909 году в Сарапуле строили водопровод, и во время этого строительства были найдены антропологические остатки. Это были остатки какого-то древнего кладбища. И поскольку Стрельцов был врачом, то к нему обратились с тем, чтобы понять вообще, что это за такие находки. К слову сказать, тогда же сюда был приглашен профессор из Казани, профессор-антрополог Хомяков, который тоже исследовал эти древности. И так у Стрельцова сформировался такой исследовательский интерес к древней истории. Он сумел его облечь в более такие серьезные организационные формы. Он был ученым-секретарем Общества изучения Прикамского края. Ну а после бурных событий Великой Русской революции он вновь оказался, но теперь уже в Ижевске. Как мы знаем, Сарапул в первые десятилетия послереволюционные входил в состав Уральской области. И вот в Ижевске, который стал в 1921 году столичным городом, оказался Федор Васильевич Стрельцов. И, конечно, вот эта неуемная энергия, это желание служить народу, это желание просвещать народ не могло не найти какие-то очень важные способы приложения. И такое желание было не только у Стрельцова. Таких образованных людей в регионе было не так много, и поэтому, конечно, все они нашли друг друга. И в 1925 году в Ижевске было основано
организовано научное общество изучения Водского края. Как вы знаете, в 20-е годы в Удмуртии не было ни высших учебных заведений, ни тем более научных учреждений. И, конечно, приходилось начинать совершенно с нуля. Хотя уже в 2020 году был создан музей местного края, в котором, правда, не было никаких выдающихся находок. Мне встречалась в архивах анкета, которую была прислана из Москвы на предмет описания каких-то достопримечательных мест для того, чтобы здесь можно было бы привозить на экскурсии разных туристов. И в этом отчете было указано, что музей представляет собой склад вещей, которые были найдены из гимназии, где-то из заводского музея. В общем, конечно, формально он существовал, он начинал свою работу, но, конечно, поскольку не было подготовленной публики, это было достаточно сложно сделать. Хотя мы знаем, что в Москве Кузибаем Гердом во время его учебы в аспирантуре Института народов Советского Востока было создано общество «Боляк» с широкими задачами изучения удмуртов в разном отношении, но в первую очередь, конечно, в этнографическом отношении. Так вот, научное общество изучения Водского края, оно было создано здесь, в Ижевске. Федор Васильевич Стрельцов был его ученым-секретарем. И многие задачи ставило перед собой это общество. Это и санитарное просвещение народа, это и популяризация передовых агротехнологий в крестьянской среде, и в том числе, конечно, изучение истории региона, которую изначально, конечно, воспринимали как историю удмуртского народа в первую очередь. Поэтому не случайно, благодаря этому обществу, в 20-е годы на территории Удмуртии появится несколько очень важных научных экспедиций, которые будут делегированы сюда из Москвы и Ленинграда. Одна из них была связана с археологическим изучением региона, потому что важно было вообще понять, как, откуда произошел этот удмуртский народ. Письменных источников на эту тему не было, а археологические, этнографические материалы, они по существу давали нам возможность охарактеризовать как минимум материальную и духовную культуру народов. И так, в том числе при поддержке Кузибая Герда, в 1926 году была создана удмуртская экспедиция, которая финансировалась областным исполнительным комитетом, активно поддерживалась научным обществом изучения Водского края и была организована главнаукой, это было такое подразделение в Народном комиссариате просвещения РСФСР. И возглавлял ли эту экспедицию два человека. Один из них Сергей Григорьевич Матвеев. Он был ученым-секретарем археологического подотдела главнауки. Эта деятельность его была очень важной, в том смысле, что он как раз был организатором всех археологических экспедиций тогда в Советском Союзе. Возглавлял этот подотдел еще один выдающийся российский советский археолог Василий Алексеевич Городцов. И помимо Матвеева, аспирант Института археологии и искусствознания Алексей Петрович Смирнов также были делегированы сюда, в Ижевск. Интересно, что на всю экспедицию было отпущено местным облсполкомом 500 рублей. Очень интересно выбирались места для раскопок. Научный руководитель Кузибая Герда в Институте народов Советского Востока, он писал письмо в областной исполнительный комитет о том, чтобы так организовать раскопки археологических памятников, чтобы они дальше могли продолжаться в этнографической культуре, которую можно было бы зафиксировать этнографами. И так были выбраны северные регионы нашей республики, знаменитые городища Иднакар, Сабанчикар, которые были первыми объектами археологических раскопок этой удмуртской археологической экспедиции. Были найдены очень интересные материалы, которые характеризовали материальную и духовную культуру удмуртов эпоху Средневековья. Эти коллекции, с одной стороны, должны были формировать коллекции музея местного края. Часть из них осела в Государственном историческом музее, где впоследствии работал и Матвеев, и Алексей Петрович Смирнов. Нужно сказать, что эти раскопки были очень колоритны. На фотографиях вы увидите, что на условиях паденной работы крестьянки, и крестьяне, и старики принимали участие в этих раскопках. А в студенческие годы мне приходилось проходить по местам археологических разведок Алексея Петровича Смирнова. И вот в деревне Лильшур Шарканского района старожилы мне рассказывали, что Смирнов прибыл на телеге в Лильшур. Она была огружена кумачом,
тканями, сапогами, отрезами на платки. Это были, собственно, вот те ресурсы, с помощью которых Смирнов расплачивался с местными жителями, которые принимали участие в раскопках археологических памятников. Важно сказать, что материалы, которые были получены в ходе многолетних раскопок, ну, по крайней мере, в 20-е и начало 30-е годы, материалы впервые были осмыслены с позиции новой, зарождающейся теории, марксистской теории исторического процесса. Именно на этих памятниках Смирнов попытался осмыслить первые общественно-экономические формации так, как они виделись с позиции вот этой новой нарождающейся марксистской науки. И в этом смысле наши удмуртские памятники в монографиях «Финские средневековые города», работы, посвященные развитию производительных сил региона, все они в конечном итоге вошли в копилку не только нашего удмуртского археологического наследия, но и в разработку теории археологических знаний, потому что, конечно, объяснить археологические материалы – это, пожалуй, еще более трудная задача, чем раскопать археологические памятники, потому что вещи сами за себя не говорят. Именно археолог должен прочитать эти вещи как текст, понять, о чем они свидетельствуют, о каких знаниях людей, для каких целей применялись эти конкретные вещи. Они должны дать возможность нам увидеть целый мир, который скрывается за теми вещами, которые в конечном итоге попадают в наши коллекции. Важно сказать, что, конечно, Алексей Петрович Смирнов был еще тогда аспирантом, но поскольку он был человек достаточно образованный, я читала письма, которые были адресованы ему из нашего музея местного края в Москву, где к нему уважительно обращались профессор. И, в общем, это тоже говорило об уровне его квалификации. И в будущем Алексей Петрович Смирнов, конечно, составит цвет первого поколения советских археологов и всю свою жизнь посвятит изучению памятников, относящихся к древней средневековой истории финно-угорских народов. И кроме того, конечно, он очень много сделает для подготовки археологических кадров. И одной из последних его аспиранток станет Маргарита Григорьевна Иванова, доктор исторических наук, которая продолжит дело своего учителя и всю свою жизнь посвятит изучению северных древностей на территории нашей республики. Но вернемся еще на несколько слов к Федору Васильевичу Стрельцову. В научном обществе изучения Ободского края он был ученым-секретарем, он редактировал труды этого общества. И для того, чтобы эти тексты научные были понятны публике, он делал своеобразные рефераты с научных статей и отчетов Алексея Петровича Смирнова и Сергея Григорьевича Матвеева. Они опубликованы, они известны публике. Он очень многое публиковал в газете «Ижевская правда». Он много работал с учителями, популяризировал это древнее наследие нашего края, потому что он считал, что нельзя любить Родину, если ты не знаешь ее истории. Судьба его тоже драматична. Поскольку научное общество Ободского края во многом связано с первым поколением нашей удмуртской интеллигенции, которая, к огромному сожалению, пала жертвой политических репрессий, под это колесо репрессий попал и Федор Васильевич Стрельцов. И, как он писал впоследствии в своей автобиографии, которая сохранилась в Воткинском музее истории и культуры, он писал так: «Меня, русского, обвинили в удмуртском национализме». И, конечно, этот факт, видимо, был очевиден и его преследователям. В конечном итоге ему удалось на какое-то время раствориться где-то в Костромской области, он скрывался. И потом это имя вообще исчезло из поля зрения ученого сообщества, которое стало формироваться у нас в Удмуртии с 1931 года. Будущий год – это вообще очень знаменательная дата для развития науки в Удмуртии и удмуртской национальной науки, потому что это год создания двух очень важных учреждений. Удмуртского государственного педагогического института, который с самого начала своего создания начал готовить кадры профессиональных историков, и Удмуртского научно-исследовательского института, который стал профессионально заниматься среди других задач историей нашего региона. Так вот, Стрельцов нигде не появлялся, и, в общем, мы думали, что его судьба была трагичной, как и судьба всего этого поколения 20-х годов.
Но оказалось, что он в конечном итоге жил в городе Воткинске благодаря архивным изысканиям и моих студентов, которые работали в Воткинском музее, обнаружили эти документы. Оказалось, что такая социальная травма, которая была нанесена ему вот в эти 30-е годы, вообще напрочь отбила у него интерес заниматься вообще этнической историей. И всю свою оставшуюся жизнь он стал заниматься исключительно политкорректной проблематикой истории рабочего класса, истории Воткинского завода. И, в общем, почему-то он даже не выходил на контакты с теми исследователями, которые работали здесь у нас в Удмуртии. Он работал врачом в Воткинске и был даже заслуженным врачом Удмуртской республики. Но вот такова его судьба, когда, собственно, политика государства не дала возможность в полной мере раскрыться этому удивительному и талантливому человеку. Ну а дальше была война. И понятное дело, что само изучение археологии на территории Удмуртии, как и на многих территориях страны, было прекращено на какое-то время. Хотя в Елабугу был эвакуирован Институт истории материальной культуры, и в эвакуации в Елабуге было немало выдающихся ученых, но все-таки это были такие кратковременные интересы, которые в том числе были тем небольшим связующим звеном между до военной и послевоенной археологической истории. А после войны было вот что. Так сложилось, что во время войны в Пермскую область, тогда Молотовскую область, в спецпоселения и в трудармии оказалось большое количество выдающихся ученых по разным обстоятельствам. Среди них была очень большая группа ученых этнических немцев. Вы знаете, что в 1941 году многие из них ушли в народное ополчение, но в августе 1941 года они были сняты с фронта как потенциальные предатели, и кто-то из них был отправлен в трудармию, кто-то на спецпоселение. И вот так в Нижнем Тагиле оказался известный советский археолог Отто Николаевич Бадр. В Нижнем Тагиле в этих лагерях было очень много крупных ученых, в частности, будущий академик Раушенбах, с чьим именем мы связываем изучение космоса. Там были химики. Я встречала в мемуарах воспоминания о том, как по ночам в бараках они читали друг другу лекции для того, чтобы сохранить вот эту внутреннюю свободу. Но в те годы в Молотовском университете был достаточно храбрый человек, ректор, который решил привлечь этих ученых для преподавания студентам Молотовского университета. Правда, им было запрещено жить в Перми, но он придумал поселить их на заимку, и вот именно на заимке многие из них были прописаны, в том числе Отто Николаевич Бадр. И Бадр стал работать доцентом на кафедре всеобщей истории. И поскольку до этого он работал в Москве, в том числе и в университете в Москве, в антропологическом музее Московского университета, был достаточно образованным человеком и с блестящими организаторскими способностями, он сумел создать вторую после Москвы и Ленинграда специализацию по археологии в Молотовском университете. Тем более, что Молотовская область, Пермский край, как и наша республика, невероятно богат на археологические памятники. И он сумел создать вокруг себя таких замечательных студентов, которые дальше, после войны, составят целое поколение ученых, которые будут работать и в Уфе, и в Свердловске, и в Самаре, и в Ижевске. И по существу вот эта подготовка научных кадров сыграла выдающуюся роль и в археологическом изучении в Удмуртии. Среди учеников Отто Николаевича Бадра был еще один этнический немец Владимир Федорович Генинг. Он работал на лесозаготовках в Красновишерском районе как этнический немец, он был призван в трудармию. И как этнический немец тоже был поражен в определенных правах. Например, он не мог учиться на дневном отделении, а только на заочном. И, тем не менее, вот эта сила к знаниям, потребность получать что-то новое и, может быть, даже где-то вот преодолеть те незаслуженные обиды, которые многие из этих людей несли в это время, заставила его тарить свой собственный путь в науке. Владимир Федорович Генинг закончил обучение в Молотовском университете, и Отто Николаевич считал, что его выпускники должны работать повсеместно вот в регионах, которые, по крайней мере,
которые окружают Молотовскую область. Он вел переписку с многими деятелями на местах, и в частности известна его переписка с директором УДНИ Ионом Федоровичем Кутявиным, где он говорил о том, что вот он не прочь прислать своих выпускников для работы в УДНИ. И так в 1954 году Генинг оказался здесь у нас в Ижевске. Это было невероятно большой удачей для нашей региональной археологии. Именно благодаря его усилиям была создана Удмуртская археологическая экспедиция. Генинг работал здесь, в этом музее, заместителем директора по научной работе, поскольку был человеком достаточно образованным. И, между прочим, был одним из первых, кто начал читать курс истории Удмуртии и курс археологии в тогдашнем нашем Удмуртском государственном педагогическом институте. Генинг очень много и работал на территории южной части Удмуртии, по Каме, известны его многочисленные раскопки археологических памятников. И для того, чтобы понять, какой круг памятников вообще известен в Удмуртии, он предпринял издание замечательное под названием «Археологические памятники Удмуртии», где упорядочены все известные из дореволюционных пор. Он, конечно, пользовался и работами Первухина, и работами Спицына, и работами Беркутова, чтобы создать такой замечательный каталог. Поэтому этот новый старт был очень важен для республики. Именно Генинг создал первую научную археологическую экспедицию в нашем тогда Удмуртском государственном краеведческом музее. Она содержала не только находки, но и вы здесь в музее можете увидеть замечательные антропологические реконструкции, которые выполнены в мастерской знаменитого советского антрополога Герасимова. Это давало такое очень эмоциональное, визуальное соприкосновение с теми людьми, о жизни которых мы с вами можем судить по тем находкам, которые выставлены в этих музейных витринах. Но так сложилось, что Генинг дальше поступил в аспирантуру в Казани. Хотя, конечно, он очень хотел учиться в Москве, но как этническому немцу ему нельзя было перемещаться дальше Казани. Казань была самым западным городом. Немцам разрешили вернуться в свои прежние места только в 1957 году. Так вот, Генинг закончил обучение в Казани. Им была защищена диссертация по нашим удмуртским археологическим памятникам. Ну а дальше он оказался в Свердловске, где долгие годы работал на кафедре истории СССР. И там, в Свердловске, среди его учеников была Римма Дмитриевна Голдина, с которой он в 60-е годы много и работал в рамках Нижнекамской археологической экспедиции. И когда в 1972 году решением Совета министров СССР у нас в Удмуртии был открыт на базе педагогического института Удмуртский государственный университет, он рекомендовал профессору Василию Евгеньевичу Майеру, одному из корифеев нашего исторического образования в Удмуртии, Римму Дмитриевну Голдину. Она к этому времени защитила диссертацию по ломоватовской культуре, это культура верхнеприкамского населения, финно-пермского. И с тех пор она работает в нашем университете, и за эти более чем 40 лет в университете был создан большой археологический коллектив, усилиями которого были изучены совершенно новые археологические памятники. Так, например, памятники эпохи каменного века вообще не были известны до работ Камско-Вятской археологической экспедиции. Теперь мы удревняем нашу историю практически до эпохи среднекаменного века, которая называется эпоха мезолита. Ученики Риммы Дмитриевны сегодня работают и у нас на кафедре истории Удмуртии, археологии, этнологии, и в музейных экспозициях, музеях, и, в общем, очень многое делают для того, чтобы развивать археологическую науку. Но и в Удмуртском научно-исследовательском институте примерно 2 годами раньше оказалась Маргарита Григорьевна Иванова, выпускница нашего Удмуртского пединститута. И именно с ее именем мы связываем успехи в изучении северных удмуртов. И там целый штат ученых исследовал и памятники эпохи каменного века. И мы можем говорить о том, что очень многие моменты, связанные с древнеудмуртской историей, мы знаем благодаря нашим коллегам из Удмуртского научно-исследовательского института. Ну и, конечно, находясь в стенах Национального музея Удмуртской республики, мы не можем не говорить и о его археологических изысканиях, которые связаны в первую очередь с именем
труженика, невероятно энергичного человека Таисии Ивановны Останиной, которая не только сама, как археолог, очень много сделала для археологических знаний, но и эти музейные витрины, которые окружают нас сегодня, это во многом ее личная заслуга, это ее усилиями мы видим те результаты научных изысканий по археологическому изучению территории Удмуртии, которые были получены многими поколениями ученых, известных нам, и, может быть, в меньшей степени известных нам, потому что их биографии, конечно, нуждаются в более детальном изучении, потому что, как когда-то говорил Ньютон, мы стоим на плечах гигантов, и потому нам близки звезды. И поэтому мы должны знать эти имена, и мы должны очень твердо держать вот эту эстафетную палочку, которую каждое поколение ученых передает друг другу, и должны эту палочку передать в надежные руки с тем, чтобы никогда не прерывалась связь времен. Поэтому, когда вы будете в музеях, обращайте внимание на то, кто создавал эти экспозиции, кто был автором раскопок тех или иных, потому что за каждой вещью лежит целая жизнь, лежит очень большой труд и усилия для того, чтобы мы с вами, придя в музей, смогли очень многое узнать для себя и, может быть, очень многое узнать в себе. Приходите в музей. Спасибо.